С 22 по 23 декабря на базе БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы прошли мероприятия 10-го юбилейного международного молодежного литературного фестиваля «Корифеи». Организаторами выступили преподаватели кафедры русской литературы Акмуллинского университета, редакция литературно-художественного журнала «Бельские просторы», Союз писателей Российской Федерации и Республики Башкортостан. Фестиваль необходим, конечно, в первую очередь для диалога между разными поколениями. Между разными поколениями это особенно важно, потому что сейчас действительно очень серьезный межпоколенческий разрыв. Он открывает горизонты какие-то, он раздвигает границы и сверху, да, границы в мозгу, и какие-то территориальные, потому что сюда приезжают до сотни писателей иногда. Вот, то есть масштаб фестиваля огромный, и во многом благодаря, конечно, педагогическому университету. В рамках фестиваля состоялось торжественное открытие фестиваля и 4-й слет литературного объединения «Тысячелистник», посвященный памяти уфимского поэта Дмитрия Масленникова. В нем приняли участие студенты отделения подготовки «Русский язык и литература», участники студенческого литературного объединения «Корифеи». С приветственным словом выступила заведующая кафедрой русской литературы Юлия Шанина. В рамках фестиваля студенты прослушали лекцию Леонида Фокина «Заповедные тропы», побывали на творческой встрече с Ильей Кочергиным, приняли участие в мастер-классе «Классный час» Екатерины Огаревой. Для меня важно быть среди своих, то есть тех, кто пишет и читает. Поскольку я писатель. Очень приятно общаться как-то с молодежью. Интересные вопросы такие задают, на которые сам начинаешь вдруг, ух ты, интересно, надо подумать. Азарт такой возникает, хочется разобраться. Но у меня даже зависть какая-то. Думаю, классно, какие люди молодые, интересные. Вообще впереди что-то хорошее будет. На фестивале была отмечена просветительская деятельность доцента кафедры русской литературы Ирины Прокофьевой. Она получила благодарственное письмо от Общероссийской общественной организации Союза писателей России за подписью председателя Николая Иванова. В письме отмечается многолетний труд по организации и проведению международного молодежного литературного фестиваля «Корифеи», неутомимая просветительская деятельность в молодежной среде. Фестиваль традиционно имеет 3 направления. Это работа с одаренными школьниками. Наши студенты – это педагоги, некоторые из них уже без 5 минут, учителя, значит, они уже через год, 2, 3 могут привести своих учеников, они могут принять участие в этом фестивале. У нас проводятся мастер-классы, когда дети в течение 2-3 дней создают тексты на заданную тему, создают очень быстро, сами их редактируют, обмениваются впечатлениями. Второе направление – это студенческое. Мы тоже собираем пишущую молодежь студенческую, которая работает, пишут, пробуют перо в нашем городе, в нашей республике. А третий уже пласт, это самый большой, мы собираем вообще пишущую молодежь всей России и из-за рубежа. И с ними работают уже маститые корифеи литературы. Собственно, маститые корифеи литературы работают, начиная со школьников, студентов, и заканчивая творческой молодежью совершенно разного возраста. Но разный возраст – это все равно до 30-35 лет. Кульминацией фестиваля стал гала-концерт, который прошел в Арт-Квадрате. Молодежный литературный фестиваль «Корифеи» проводится в республике с 2015 года ежегодно, в некоторые годы – дважды. Фестиваль прошел в дружеской обстановке и стал настоящим предновогодним подарком для творческой молодежи и любителей русской словесности.